Кому представление? Собирайся, улица, и мокрая курица, и дворняк, хромай, парень манишки, и, конечно, веселые ребятишки. Здрасте, мои хорошие. Здравствуйте. Я шарманщик-музыкант, а вот моя шарманка. Оп. Может, настоящая, может, обманка. Но я ее за ручку верчу и музыкой ворочу. Могу грустную, что плакать хотелось. Ой, слеза моя, слеза, не катись, не капай, а утирать тебя не стану широкополой шляпой. А могу веселую, чтоб плясалась и пелась. Ой, 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 радости-то сколько. А я сплясал бы под шарманку, не умею только. Вот какой я разный. Могу просто так улыбаться и с девчонками целоваться. Могу веселые представления разыгрывать. А вы любите их смотреть? Да. Так что ж я стою, играю да пою? Надо торопиться. Сейчас представление состоится. Это байка не про пушку, не про сладкую ватрушку. Сей рассказ про колобок и про ловкого Петрушку. Итак, красивый занавес открывается. Веселое представление начинается. Жили-были дедушка и бабушка. Жили они в деревне на природе. Речка там текла в огороде. За речкой, видите, лес. Хорошо здесь кругом. Да и люди живут хорошие, дедушка и бабушка. А бабушка ходил по огороду туда-сюда. Бабушке репка, деду вода. Работай, не скучай. А вечером отдых и сладкий чай.
Свободный идут. Ну, я пойду на двор, пройдуся. И я тоже. Стоять! От меня отбежать хотите, да? Да просто душно. Так подышать хотел. А мне у вас нравится, бабуся, красавица. А можно я поживу у вас, а? О, дед, 100 лет, да? Дед, ну ладно, остаюсь, не могу отказать, но должен сказать, есть у меня причуды, так у всякого чуда и дуды. Ну вот, например, вот, например, карманы. А вниз. Тараканы. Вот и делай. Пусть бегает. Я люблю. Ну, значит, так. Кормить меня надо почаще. Слышь, пап? Ага. Чтоб вкусно было. Ага. Вот смотри. Ага. И еще. О, пятки чесать. Прутиком, слышь, детка? Ну, где мой обед? А? Так обеда нету. Придется обождать. Не хочу ждать! Не хочу! Противный тебя глаз, я буду красными лаптями, не хочу! Да ладно. Это я так шучу. Жалко вас престарелых. Ох, будете со мной мучиться. А я не виноват. Сами зазывали. Оставался. Зазывали? Да. Зазывали? Да. Будете. Тогда борщ сварится. Дай, бабка, чтоб с мясом. Ага. Вот смотри. И что же это за выхухоль на нашу голову? Пятки не учесать прутиком. Тихо. Дед, надо Петрушу звать. Точно. Петрушу, внучика. Уж он-то этого лохматого урезонит, Приструни подровняет и пропетрушит. и отправит во свояси. Да-да-да, пятками сверкать в свою лохматицу. Вот что, неси бумагу, а я угольком письмецо черкану. А вот бумага, дед. Ну ты что, бабка, другой не было, что ли? Как она нашлась? Ну, ладно. Хватит. Хватит. Пиши. Так, значит, Петруша, внучек, такая, приезжайте незамедлительно, а то это высюр колбасная на сосвету живет и съест за место каши. Написали, значит, дедушка и бабушка ваши. Целуем. Целовать некогда. Беги на почту. Ты куда, Мороз? Пойду на двор пройдуся. А бумаг тебе зачем? Да ты что? Что? Совсем зашелся, бродяга, не знаешь, зачем на дворе бумага? Ага. Где? Ой.
приложено. Да, вот, смотри, вот. Побыть щурка. Сосвету живет. Съест за место каши бабушка, дедушка, внучок, Петя. На кого жалуете? На меня. А я вас любил, не очень сильно бил, сдерживался. Больше сдерживаться не буду. Обиделся. Большущий город Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – это такой же город, как наша Уфа. Ну, больше 1000 раз. На каждом углу баранья, да, мосты разводные, трубы заводные, улицы широкие и узкие, старые и новые русские. О, а кто это там идет так широко на всю улицу, а? Да это тот, кто нам нужен! Да, это шикарный у него был ужин, а? Здрасте, Петр Петрович. Привет, барабанщик. Я не барабанщик, я шарманщик. Все одно музыкальная порода. Ого, сколько здесь народу! Ёлки-палки, шишки, девчонки да мальчишки! А теперь тихо, знакомиться будем. Позвольте представиться. Петр Петрович Уксуса. Я здесь. Сэр и будущий мэр. Вот отъемся на здешних харчах, отлежусь на здешних печах, округлюсь, покраснею и спасу всю Россию. Ну все, хватит, раз тебе дело. Толчет, крути вон давай свою мясорубку, аль заела. Петрушка, в твоей деревне завелось, приживало чучело и совсем их замучило. Чего? Да, целый день ест и пьет, и дедушку по голове. Что? Моего родного деда-то по голове? Да, бабушка пироги печет, а он их ест и ест, а ему все мало и мало. Ой, мои любимые пироги! А сало? и сало все пропало, когда к нему попало. Ой, я ж посылочку-то ждал! Эх ты, чучело! Ой, что же делать, а? Вот что, надо бежать, дедушку и бабушку спасать! Так и обижать-то далеко. Ну, а что ж делать-то? Ну, подумай. Трудно это дело. Слушай, ты Че? ушел бы отсюда, а? Ты меня не на те мысли наводишь.
пожалуйста. Ох, думать. Думать надо, что же делать? Придумал. Коня мне! Коня! Пол-Петербурга за коня! Хоп! Хе-хе-хе. О! А ты кто такой? Я цыган Мора из цыганского хора. Здорово! Слушай, коня мне, коня! Ну зачем тебе коня? Возьми верблюд, зовут Махмуд, имеет голова, год, хвост и очень большой рог. Вот. Прокормлю такого слона! Да это не слон, это верблюд, зовут Махмуд, здесь мало-мало, очень любит красный помидор. Ой, пусти! Это же не помидор, это моя рубаха красная, безотгласная! Ну, здесь что найдется? Это тут же еще придется! А ну пошел вон! А ты мне давай коня, физя цыганская! Фу! Коня нет, есть кобыла итальянская! Хорош кобыла, давно пора намыла. Не скачет, не везет, танцует и пойдет! И сколько стоит такая мадам? Миллион? Нет, столько не дам. Да ты посмотри! 2 зуба, 3 подковы, хвост трудной, попона, глаз! Один, но какой? Мутный. С поволокой. Это она ногу вон приволакивает. Ой! Хорошая подкова! Давай 3 рубля и по рукам. Да. Вот тебе по зубам. Ну что, Италия, тонкая Италия? На тебе поеду к дедушке и бабушке в деревню. Нет! А ну-ка, стой! Долго Петрушка за кобылой бегал, но догнал, оседлал и поехал на деревню бабушке, на деревню дедушке. Едет прямо, куда дорога ведет, погоняет, песню поет. Через 1000 верст кобыла упала. Наверное, Ой. упала и больше не встала. А мне что делать? Хорошо, что мимо ехал попутный паровоз. О, Петрушка, прыг! Хоп! И паровоз Петрушку повез. А Петрушка за трубу держится, смотрит вперед и песню поет. У-ху! Ехал Петрушка так долго-долго, вдруг видит впереди. Матушка Волга. Здравствуй, мама. Широкая, большая, мутная. Петрушка захотел перемахнуть эту водную муть, разогнался, а пару в котле не хватило. Он в воду бултык,
Опа! И начал Ой, тонуть. помогите! Тонет, кричи! Помогите! Помогите! Ой-ой-ой, тону! Лихой, ты что стонешь? Да тону же я, тону! Да ты паровоз отпусти, Ой. а то и совсем утонешь. Ой. Гляди-ка, пароход. Тону же я, тону! Да пароход, смотри, гудит, блестит, переливается. Ну, богатые люди на нем катаются. Те, у кого много денег. Да. Петрушка, Чего? Петрушка, хватайся за пароход. Хватайся, не успел. Тону, помогите! Ой, тонет он, тонет. Да кто ж тебе поможет, а? Ой, Да. ну помогите! Долго Петрушка тонул, час, наверное. Вот сколько. А может, год. Сколько? Год. Ничего себе! Помогите! Тихо, тихо. Вдруг видит, летит. Самолет. Хороший такой самолет. С мотором. Крылатый. Летчик там такой рыжий, лохматый. Ой. Эй. Летчика отсюда не видно. Петрушка, хватит самолет на хвост и полетел. Вот. Летит. Петрушка, Ой, здорово! летишь, да? Лечу. Летишь. А меня видишь? Вижу! А еще что видишь? Ой, музыкальные высоте вижу! А это не обращай на внимание. Дальше, да? Ой, ну нет, ну до неба совсем не хочу! Да ты потерпи, ну немного осталось. Ну что еще видишь? Да ой, родину показалось! Разойдись, сяги! Я приземляюсь! А я удаляюсь. Вот она, изба моя родная. Что-то меня никто не встречает. Дедушка! Бабушка! Какая у вас беда? Вот самовар, но в нем, конечно же, вода. Кто там? Ой, Кто там? а там кто? Бабушка. И дедушка. Вы поняли? Ночуете, что ли, в самоваре? Не ночуем, обидуем. Погибели, Это которая приживала? А приживала-то хотела чаю попить. А, чтоб был погуще навар. Посадила нас в оборот. Ну, а замок где? За дровами пошел. Разве так можно над моей роднёй издеваться? Вот что, бояре, власть из самовара. А чего не велела? Мне что за дело? Давай ты первая. Ты Давай, первая бабка. давай. Аля, ты что, бабка, спокойно все? Петя! Ключик. Дайте этому чучелу по башке. Дай, кто уехал на горшке. Так, вот что, бояре, Что? спрячьтесь Ведь зачем? и сидите тихо, как будто вас нету. Понял, а я понял. Петя, Чего? а ты мороженое в городе пробовал? Пробовал. Вот Петя, Ну чего? а вкусно. Вкусно. Так. Петя, а Ну нам, чего? нам не привез, а? Ну как же я его привезу-то? Оно же растает. Кто летает? Бабушка, А, ложись ага. и сидите тихо. Кажется, начинается новая жизнь.
Хорошие мои, добрые мои, учитель пришел. Готовы, что ли, к свиданию, а? Да молчите-то? Вечно, значит, вечно. Ну, пойдемте, что ли? Свидаться будем. Клоп, что ли, на голову свалился? Нет, штукатурка с потолка сыпется. Да. Все. Крыша отвалилась. Че это тут появился, а? Длинноносый, рыжеволосый, красный весь. Неприятный какой-то. Тебя как зовут? Петрушка! Деда и бабки внук. Стука! Ну теперь я понял, от какой зарядки голова у меня не в порядке. Это был последний толчок. Сейчас ты получишь носатый бычок. Да вот гляньте! Да ты же его совсем расплющил. А я по-другому не умею. Ай да, Петя! Ой, Ай бабушка. да, внучок! Да, пообедай, ну, бабушка, проголодался после битвы такой, и похудел он на правый бок. Испеки-ка мне лучше колобок. Так ведь у Кита в доме нету после чучелы прожорливой этой. А ты, бабушка, по сусекам иди, по амбару поскреби, да вдруг и наберешь на колобочек вкусненький, румяненький да домашний. И то верно. А дед, печку топи. Ну, а я пока по деревне пройдусь, девчатам покажусь. Пусть поглядят на городскую походку. А потом поем в охотку. И пошла в избе работа, приятная забота. Бабушка тесто месит, дедушка воду носит, дымит печка. Бабуся, колобок-то не подгорел. Она спекла уже, спекла. Ох ты, бабка расстаралась. Да, постаралась. Не тронь. Ну и ладно. Ой, а где это наш Петя-то запропастился? А не знаю. Пойду покличу А пойди. у речки. Эшо в окольце посмотри. И у околицы посмотри. А посмотри, ага. А ты гляди, чтоб колобок тут достывал. Ага, гляжу. Лежал колобок. Да вдруг ожил. О! Глазки раскрыл. Вона, улыбнулся. Из стороны в сторону качнулся. Вона, интересно вокруг. А тут вдруг в углу как что-то зашало. О! Так я и думал. Это приживало. Да, что-то будет опять. Пора Петрушку звать. О, вот что. Ты лежи тихо, может, он тебя и не заметит. Хотя вряд ли. Вот так.
вот, грустная картина, ясной паутины. Вот меня выглядит. Вот. Все, пора порядочек навести. Дорогочеком развести. Я тут парочку с собой принес. Ой. А это что тут за вопрос? Ты кто? Я колобок. У меня румяный бок. Под сусеком я скребел, но свиданиями шел. Очень вкусный. А я-то, знаешь, приживала чучело, вкусненькое очень люблю. А ты такой горячий, а? Только что из печки. Тихо. Почему? Корочка потрескается, хрустеть не будет на моих зубах. Убежал. Прыгай, не догнать. Вот что? Обернусь-ка я быстрым ястребом, догоню вкусненького и съем, а потом вернусь и с печкой разберусь. Тараканы, карманы. Ничего себе! Какой заяц лопоухий получился! Ай, это все Петька. Это он своей дубинкой 10 обмен превращений во мне нарушил. Ай, ладно. Ну что, бабушка, готов колобок? Готов, лежи, достывает, тебя дожидается. Видать, совсем остыл, что и след простыл. Да как же, вот тут лежал, тебя дожидался. И куда это он подевался? Чучело здесь было приживало, чуть колобок не сживало. Колобок испугался, с крыльца скок и в лесок. Чучело, наверное, за ним побежало. Так что ж ты мне раньше-то меня не позвал, в свой барабан не постучал? У меня не барабан, у меня шарманка! Ты скажи, что лучше испугался. Эх, чучело совсем нас замучило. Где моя дубинка? Да моя дубинка. Так, вот сделаю сейчас из чучела картинку, на стенку повешу, а смотреть не буду. Эх, разнесу. А мы посмотрим, что там в лесу. У меня румяный бок. Под сусеком я скребел, но свиданиями шел. Очень вкусный. Привет. От кого? Здороваться надо. Много. Поздоровайся. Здравствуйте. Здорово. А вы кто? Я знаю. Меня тебе. Я. А я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от чучела ушел, а от тебя, заяц, голод, и подавно уйду. Это мы сейчас посмотрим. Минуточку. Не обижайся. Не обижайся. Эй, колобок, погоди!
злее будут. Да-да-да-да. И тараканы куда-то разбежались. Тараканы! Карманы, вот. Обернусь быстро в ястреба. Догоню колобка и съем. А с Петькой потом разберусь. Так. Теперь какой-то волк получился. А что? Волк тоже неплохо. С такими зубами. Вот. Я их всех порошок сотру. Я колобок. У меня грязный. У соседов я скребел, на сметане решен. Ага, очень вкусный. Здороваться надо. Здравствуйте. А вы кто? Мы, волк, и мы тебя съем. Я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел, я от чучела ушел, я от зайца ушел, а от тебя, волк, и подавно уйду. От меня не уйдешь. Стой! Волчище, желтый зуб. Видишь, дубинка раньше был дуб. А я не стою санитар. Подойди! Ну вот, опять достался. Очень он непростой этот парень городской. Ой, все ребра переломал. Маленький такой, дерется больно. Ну все, хныкать довольно. Все равно своего добьюсь, до вкусненького колобка доберусь, а с Петькой потом разберусь. Тараканы! Карманы! Обернусь быстро к ястребам и полечу! А теперь медведь получился. А ладно, медведь тоже хорошо, силища. Вот только меду очень хочется. Я колобок. У меня грязный. По соседу я скребел, на сметане мешок. Очень вкусный. Здорово, что ли? Здравствуйте. А вы кто? А я медведь, да, большой, сильный. Вот смотри. Я меду хочу.
кошки ушел, я от волка ушел, я от зайца ушел, я от чучела ушел. От тебя, медведь, и подавно уйду. Да я тебя заломаю. Красная рубашка, мелкая букашка. Медведя этой тупики не возьмет. Я тебя заломаю. Пчелки, медоносики, ох, прилетайте носики, прилетайте, медведи, кусайте, Петрушку, спасайте! А ну, кэш отсюда! Обескровили! Не обижайте меня! Я не свой санитар! Издеваться, а? Зверей превращался. Я больше не буду. Как хотел съесть, а? Хотел, больше не хочу. О, Колобок, таки я тебя хотел съесть. Да, чаем запить, но теперь не буду. Друзей ведь не едят. Ой, а я тебе друг? Конечно, мой гладенький. А я А ты плохой и лохматый. я исправлюсь, я сделаю прическу, буду ходить с расческой, мы поедем с тобой работать в цирк, я стану в ястреба превращаться, всего изумляться, громко кричать, а ты будешь за это деньги получать. А много? Всех не пересчитать. Вот это мне нравится. А тараканы-то будут? Нет, тараканов не надо, не люблю. Пойдем. А я останусь у бабушки и дедушки, буду по избе туда-сюда кататься и песни петь. Ну вот, красивый занавес закрывается, веселая история кончается. Я говорю всем до свидания, но обещаю прийти к вам опять со своей шарманкой новой историей. Кому удивление, кому восхищение.